На ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот наши некоторые темы. Общественность сказала «да». Слушатели, горожане поддержали сегодняшний наш проект. Какая судьба ждет Самосыровскую свалку, узнал Дмитрий Аринин. Неотосланные письма. Мы же в долгах остаемся. Уже больше 2 месяцев селяне Высокогорского района не могут отправить почту. Почему? Выяснял Рамиль Шайдулин. Кто такой отец-герой? Папа может. Выходной с настоящим суперменом провела Лина Зинатуллина. Открыть в Узбекистане филиал Иннополиса, овощи и фрукты поставлять в Татарстан без посредников. Страна с новым президентом налаживает новые контакты с регионами России. Делегация Татарстана под руководством Рустама Минниханова в эти дни в Ташкенте. О чем договорились на самом высоком уровне, расскажет Лейсан Сабирова. Рустам Минниханов первым из российских региональных руководителей ступает на узбекистанскую землю. Еще весной президенты двух стран договорились укрепить межрегиональное сотрудничество. Татарстан планирует работать по всем фронтам. В делегации 47 человек. Для новых проектов у республики есть почва. В Узбекистане проживает самая большая диаспора – 280 тысяч татар. В сохранении языка и укреплении экономических связей Татарстан опирается на них. Мы должны быть здесь представлены. И Узбекистан должен представлен шире в России. Ведь Татарстан для Узбекистана – это вот родной дом. Узбекистан может поставлять в Татарстан сезонную сельскохозяйственную продукцию напрямую, товары легкой промышленности, Татарстан, каучук, шины, информационные технологии. Звучит идея открыть филиал Иннополиса. Местные татары рады были бы чаще видеть татарстанские ансамбли. Первые мастера приехали вместе с делегацией. Их встречают хлебом, солью и чак-чаком. В поездке президента сопровождает супруга Гульсина Минниханова. Мы искренне рады находиться на этой прекрасной земле. Нас здесь встречают как самых близких людей. Нас связывает старая дружба, старая где-то история. Общего много, однако объем внешнеторгового оборота пока не соответствует потенциалу. Об этом отметят на встрече с заместителем премьер-министра Узбекистана. Нефтехимия, машиностроение, туризм, особые зоны – вот новые перспективы. Ряд проектов обсудили в ходе Узбекистана-Татарстанского бизнес-форума. Подписан меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий. Президент Татарстана возложил цветы к памятнику первого президента Узбекистана. Помимо этого, Рустам Минниханов посетил предприятие по производству автомобильных двигателей, а также осмотрел религиозный комплекс Хазрати Имам и музей истории. Лейсан Сабирова, Давид Абдуллин, ТНВ, Узбекистан, Ташкент. 20 лет существования и 33 лауреата. Международная премия Завойского в этом году отмечает юбилей. Сегодня ряды обладателей пополнил японский физик Такеджи Такуи. Награду ученый получил за существенный вклад в развитие электронного парамагнитного резонанса. В этом году на премию претендовали 27 ученых со всего мира. Вручается награда за выдающиеся заслуги в области науки на международном уровне. Церемония вручения открыла неделю Завойского в Казани. Это моя первая премия, я счастлив. Исследованиями в области электронного парамагнитного резонанса я начал заниматься в начале 2000-х и продолжаю изучать это направление по сей день. Я надеюсь, что мои разработки будут полезны. А его вклад в науку – это более 100 изобретений и патентов, более 150 научных трудов. Доктор технических наук, заслуженный химик Татарстана, экс-депутат Госсовета. Он стоял у истоков научной мысли Нижнекамск-нефтехима. Сегодня в Казани прощались с Азатом Зиятдиновым. За большие дела его не раз называли человеком с большой буквы. Он любил жизнь, верил в людей и науку и всегда оставался неравнодушным к чаяниям татарского народа. Его не стало на 79-м году жизни. Похоронили Азата Зиятдинова в его родном селе Таузар Балтасинского района. Вот последнюю встречу за 2 дня своей смерти он мне прочитал стихи Расула Гамзатова. Это стихотворение кончается так. Если скажут, завтра мой язык умрет, я готов сегодня умереть. Он немного помолчал и сказал: Разель, нет, нам надо жить. Каждая встреча с ним – это целая школа. Это целая школа жизни.
В узком кругу общественность сказала «да». Сегодня в Казани прошли немногочисленные публичные слушания по рекультивации Самосыровской свалки. Напомним, полигон закрыли этим летом, и теперь столичные власти решили здесь сделать зеленую зону. В какие сроки хотят осуществить задуманное и почему об этом мало кто захотел узнать, выяснил Дмитрий Аренин. Начало 60-х годов, как мы шутим, кто-то, какой-то дяденька на лошади привез первую лопатку мусора. Сейчас последствия этого устраняют уже десятки дяденек на технике в 100 лошадиных сил. В детали работ на Самосыровской свалке сегодня посвятили казанцев. По плану 40-метровую гору мусора решено покрыть изолирующей пленкой, а затем, засыпав землей, засадить травой и кустарниками. Рекультивация, она необходима, она очень остро необходима для того, чтобы исключить дальнейшее расползание свалки, загрязнение окружающей среды. На завершение работ нужно еще 50 миллионов рублей. Это плюс тем 274 миллионам, что были заложены на рекультивацию. Сегодня проект и дополнительное финансирование поддержали на слушаниях. Слушатели, горожане поддержали сегодняшний наш проект. Отметим, что на слушание пришли всего около 2 десятков человек. Оно и понятно, их назначили на понедельник в 10 утра. Скорее всего, сказалось и то, что многие попросту не знали. Извещение о проведении публичных слушаний у нас было опубликовано в газетах «Транспорт России» 22 августа, Республика Татарстан 23 августа и «Казанские ведомости» 24 августа. Как мы проверили, такие сообщения в газетах действительно были и вышли как положено за месяц до публичных слушаний. У казанцев, которые о рекультивации Самосыровской свалки узнали от нас, по этому поводу много мнений. Нормально, наверное, там лес еще там посадить что-нибудь. Может быть, разобрать и как утилизировать отдельно, получается? Убирать надо, что с ней еще делать. Ну как там технику вызывать? Какую-нибудь сделать зеленую зону, если это возможно, конечно. Если засыпать, то сразу сажать не стоит. Завершить рекультивацию Самосыровской свалки по плану должны уже в следующем году. Сейчас в Казани основным местом захоронения мусора стал полигон Восточный. А через 5 лет под спорьем в уничтожении отходов должен стать мусоросжигающий завод. Дмитрий Аренин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Ни ответа, ни привета. Селяне Высокогорского района привыкают к амбарному замку на двери почты. В селе Казаклар закрылось единственное на 4 населенных пункта почтовое отделение. Почему без своего отделения осталось целое сельское поселение и где еще почта приказала долго жить, расскажет Рамиль Шайдулин. Вот платежки за 2 месяца, оплатить не могу. Пенсионерка Марьям Сафина вновь не оплатила счета ни за август, ни уже за сентябрь. С тех пор, как перестала работать единственная в поселении почта. Теперь, чем ближе зима, тем больше страха, не отключат ли следом за неуплату и отопление. И вот так, уже в холода, селяне не могут отправить не то что письма, а и даже платежки. Из-за закрытой почты они практически отрезаны и от внешнего мира. Мы же в долгах остаемся, мы не против платить, а некуда. 15 километров Дубяз надо сходить, 18 километров. На двери амбарный замок, у селян сотни вопросов. Что делать, если не на чем ехать? Друг друга выручают соседи. У кого есть машина, собирают и везут счета в складчину. Дубязы банку платили. Сами вот на своем ездил туда. Замок на дверях появился еще летом, но почтальоны работают. Они разносят счета, письма и периодику в обход головному офису. Почта не закрылась. Вопрос только в том, что на сегодняшний день нужен работник. Оказалось, на почтамт пришла действительность. Начальник ушла в декрет, а новая смена не осилила требования времени. Внедрение новой программы у нас происходит. Это единая автоматизированная система. К сожалению, в силу определенных обстоятельств этот работник не справился с этой задачей и ушел. И так не только в Высокогорском районе. По информации Татарстан Почта С, почтовые отделения не работают в ряде районов Татарстана. Переход на новую систему совпал с нехваткой кадров. Пенсионерам придется либо осваивать интернет, либо ждать, когда почтальоны научатся работать по-новому. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, Марат Зайдулин, ТНВ, Высокогорский район, Казань. Тепла придется подождать. Хотя в Татарстане стартовал отопительный сезон, батареи горячие, пока лишь в детских садах, школах и больницах. Где-то уже плюс 25 в прошлой неделе. Но за бортом остаются жилые дома. Вместе с ними и расположенные в них больницы. Находясь не в социальных зданиях, тепло они получают одновременно с квартирами. Когда же получат, расскажем в 21:30.
Гости с Первого. Сегодня наш телеканал посетила делегация представителей Первого канала. Они осмотрели студии ТНВ, обновленную редакцию новостей с экскурсией от генерального директора телеканала Ильшата Аминова. Журналисты рассказали, сейчас ездят по городам грядущего чемпионата мира по футболу и в Казани не смогли не зайти на главный республиканский канал. У вас, телекомпания, я считаю, что вы просто молодцы. Я думаю, что среди региональных компаний немного, которые могли бы с вами, так сказать, конкурировать. Торжественная линейка для первокурсников в Челябинской области. Они обучаются по корпоративной программе группы ЧТПЗ «Будущее большой металлургии». Аналогичные проекты компания уже реализует в Свердловской области и в Татарстане. 150 выпускников 9 классов челябинских школ стали студентами образовательной программы группы ЧТПЗ «Будущее белой металлургии». За время обучения ребята освоят несколько перспективных рабочих профессий, научатся управлять высокотехнологичным оборудованием, действующим на предприятиях компании. Я пошла на профессию гидравлика, потому как с детства я помогала папе в технике, и поэтому решила пойти именно в этот техникум. Проект уникален тем, что построен по принципу дуального обучения, когда 40% времени отводится теоретическим знаниям, а 60% практики на реальном производстве. Программа группы ЧТПЗ «Будущее белой металлургии» – первый полномасштабный проект дуального образования в России. За каждым студентом закреплен опытный наставник. Познавать особенности трубного производства ребята будут в Челябинском промышленном гуманитарном техникуме, который стал партнером в реализации программы. К выбору в группе ЧТПЗ подошли со всей ответственностью. Это был сложный процесс. Мы проехали полностью весь Челябинск, встречались со всеми учебными заведениями и, как ни странно, выбрали в Ленинском районе самый ближайший техникум, который был по всем критериям самый подходящий для наших стандартов. Для стандартов белой металлургии и по стандартам образовательного процесса. Группа ЧТПЗ реализует проект «Будущее белой металлургии» уже 7-й год. Все начиналось на базе Первоуральского новотрубного завода в Свердловской области. Следом к программе присоединился завод «Алмаз» в Татарстане. Сегодня образовательная программа является одной из самых успешных корпоративных практик подготовки кадров в России. Всего в рамках проекта было подготовлено более 1500 специалистов, трудоустроенных в цехах белой металлургии. Лучшие выпускники работают на самых современных производственных площадках группы ЧТПЗ. История древнего города в иллюстрациях. Сегодня Ментимир Шаймиев увидел Беляр 1236 года. Так называется выставка в Хазине. Это 18 графических листов, которые включены в книгу Константина Руденко и рассказывают об истории Волжской Булгарии. Ментимир Шаймиев отметил, следует более пристальное внимание уделить освещению истории древнего города Беляр. Взялись за такие проекты, что это делается от души для души, и людям обязательно понравится. Вот это по жизни правда. Никто, вот я не видел равнодушных людей, которые речь идет об исторических объектах, о нашей истории. Каждый в меру своей подготовленности проявляет интерес, а это радует. Всего за месяц специально ко дню рождения великого композитора Дмитрия Шостаковича сегодня в Казани презентовали записи его произведений. Этим концертом Государственный симфонический оркестр поставил точку в титаническом труде. Теперь все симфонии, инструментальные концерты Шостаковича записаны. Специалисты сегодняшнего вечера – это лауреаты крупнейших международных конкурсов, восходящие звезды Павел Милюков, Александр Рам и Дмитрий Маслеев. Диск с концертами Шостаковича уже готов, а запись симфонии меломаны услышат в октябре. Суперсемье, супервыходной. Мы продолжаем наш проект в объективе ТНВ «Большая семья». И на этот раз вместе с нами отдохнули Третьяковы из села Сиитово Верхнеуслонского района. После трагедии в марте этого года 7 детей воспитывает только папа. Все успевает и для каждого находит силы. Как отдыхают настоящие герои, увидела Лина Зинатуллина. Думаете, это супергерои? Уверяем, настоящий супермен гораздо ближе. Вот он, Владислав Третьяков. В одиночку он воспитывает 7 детей. Именно они все вместе проведут с нами целый день. Вы справитесь? Папа может.
Папа может все, что угодно. 4 сыночка, 3 лапочки-дочки. Самому старшему 16, самой младшей всего 3. Накормить, одеть и обуть всех 7 полдела. Вырастить из каждого настоящую личность. Вот задача не проще, чем спасти мир. Все-таки каждый ребенок – это в будущем человек, индивидуальность. Каждому надо найти свой подход. Он у меня косички пилят, уроки помогает делать. Сильный, мужественный, добрый, вежливый, строгий. Самый крутой. Суперпапа и его команда ничего не боятся ни свирепого льва, ни огромного медведя. Вперед покорять мир! Для начала мир животных. Высотой нас тоже не испугаешь, сердце замирает только от восторга. Мы на самой вершине колеса обозрения. Высота взята, осталось лишь покорить глубины. Они ждут суперсемейку в аквапарке. Мне собаки понравились. И купаться понравилось. Первый день незабываемый, можно сказать. Все классный. Отличный. Отличному дню отличный ужин. Подкрепиться не помешает. Все-таки и супергерои тоже люди. Все в восторге, дети. Я, соответственно, всем огромное спасибо. Причастным, телеканалу. А чтобы суперкоманда всегда была на связи друг с другом, в подарок новый телефон. Наш телеканал ТНВ и Теле2 дарит вам вот такой подарок. Вот и пора попрощаться с Третьяковыми, большой семьей, в которой собственный супергерой. Он не носит костюма, не летает, но все это и не нужно. Его сила в доброте, мудрости и любви. Лена Анатольевна, Марат Саидгараев, ТНВ, Верхнеуслонский район, Казань. Быть на связи с родными на расстоянии позволяет качественная мобильная связь. Беспенный спутник семейного отдыха с ТНВ, федеральный мобильный оператор Теле2. На этом наш выпуск завершен. Впереди вас ждет прогноз погоды, после чего футбол. Рубин сразится с командой из города Грозный Ахмат. Матч проходит на выезде, так что болеем за своих. И увидимся в 21:30. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Пасмурный и дождливый циклон принесет в республику осадки и понижение температур. Подробнее после полезной информации. Задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в Данил Мастер. Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, пройдут дожди. Ночные температуры всего 3 градуса выше нуля. Днем воздух прогреется до +7. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге пасмурно, без существенных осадков. Ночью +5, днем до 8 градусов. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске облачно и дождливо. Ночью +4, днем до 8 градусов выше нуля. На северо-западе, Барске, Кукмаре, Балтасе местами также пройдут дожди. Ночью +5, днем около 7 тепла. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Дрожжаном облачная погода с прояснениями. Местами также пройдут дожди. Ночью +4, днем около 8 градусов выше нуля. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди. Ночью всего 3 градуса выше нуля, днем +8. В последующие дни существенных осадков не ожидается. Температурный фон не изменится. Хотите улучшить жилищные условия? Воспользуйтесь материнским капиталом. КПК «Семейная копилка» оказывает услуги в реализации материнского капитала на приобретение и строительство жилья. Подробности по телефонам: Казань 843 239 18 36, Набережные Челны 85 52 78 02 47.
Кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Ждем вас по адресу город Казань, улица Чистопольская, дом 55. О погоде в столице. Завтра в Казани переменная облачность, временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время +5, +7. Днем воздух прогреется до 9 градусов. Ветер северный порывистый до 8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и завтра составит 770 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ожидается слабая магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.